Салемес Ахмед. Салемес бе. Это удивительно, что вы, будучи египтянином, продвигаете наши национальные ценности. Ну, такая шатыр, называйте, да? Такая штука. Юрта. Юрта, да? Что вас так привлекло в Казахстане? У вас такая богатая история, вкусная еда, например, и очень красивая природа, поэтому... Свой психологический барьер у вас был, правильно я понимаю, на конину? Кто кушает лошадь, это типа жалко, не жалко, ну, если честно, вкусно все равно. Ну, всех жалко. Что-то уже знаете? Салемес бе, Клайсен, Джекса. У вас есть видео, где вы поете гимн Казахстана. Да. Была критика. Почему? Ахмед, это удивительно, что вы, будучи египтянином, продвигаете казахские ценности, продвигаете наши национальные ценности и снимаете интересные видео из разных уголков нашей страны. Что вас так привлекло в Казахстане? Ну, я же почти давно здесь живу, и у меня вначале не был такой интерес или хобби, чтобы снимать в Казахстане, покажу друзья и коллеги, и типа, родители в Египет. Ну, именно после карантина время, когда, вы знаете, у вас больше времени, вы найдете для себя новые хобби, или вот я нашел, что я хочу снимать, и я могу снимать красивый кадр. Вот после этого я просто попробую найти, где хороший кадр в Казахстане, хорошая природа, красивые здания, набережная, например, в Алматы, в Боровой. И во время каждый раз у меня типа идея, я пойду туда, снимаю и покажу людям, покажу друзьям. И я вижу, что не местные, не казах. Еще казахи благодарят меня, ценят эту работу, и вот я стал типа ближе к казахи, чем раньше. То есть уже можете назвать себя блогером, да? Да, можно так. Ну вы вообще по специальности? Я инженер-электрик. Инженер-электрик, работаете здесь, в Казахстане, уже сколько лет? 8 лет. 8 лет. Да. А в какой фирме вы работаете? Я работаю в разных фирмах здесь. Ну, сейчас работаю возле Абу-Даби Плаза. Ну, это казахстанская компания? Да. Ну, как вы вообще оказались в Казахстане? Вот как вам пришла мысль приехать в нашу страну? У меня был друг, который работает в Казахстане, в Тенгизе и в Атырау. Он меня пригласил сюда, чтобы я сделал мое резюме и сделал интервью. И вот я приехал сюда первый раз в 2015 году, чтобы работать в строительной компании, которая строит Абу-Даби Плаза. После этого, это уже 8 лет назад, после этого, типа, как я стал больше и больше так. Но мне очень нравится здесь. Еще потому, что я учусь язык, и типа, для меня это не стало сложно или трудно здесь жить. Я привык к погоде, привык к зимой. Поэтому, очень мне приятно здесь. Я правильно поняла, вы строили Абу-Даби Плаза, да? Да, тогда я работал в этой компании, которая сейчас нет. Ну, то есть вы свою руку к этому зданию приложили? Я по сфере электрик, не строитель, я инженер тоже. Ну да, можно сказать, что я был... Ну вот вы уже немножко говорили о том, что вы начали снимать. Вот почему пришла такая идея? Потому что просто, нужно было себя чем-то занять в пандемию, да, и вы начали присматриваться к каким-то красивым местам. Ну, вы знаете, у меня был просто дрон, но это не был для меня не как хобби или интерес, просто у меня как играю. Ну, во время карантина, когда у меня стало больше времени, мы работаем онлайн, или, может быть, у нас вообще не работали, и тогда все были закрыты, никуда не можно сходить, только на природу. Даже тогда не было правда, мы пришли туда, на Розовое озеро или Боровой и так далее. Тогда снимали несколько кадров, сколько видео, типа я нашел, что уже начинается, у меня подписки стали больше, и типа репосты с большие страницы в Казахстан, в Инстаграм, например, и недавно ТикТок тоже. А как вот египетская аудитория реагирует на ваши публикации из Казахстана? Что говорят? Например, сейчас у меня как раз 2 друзья с Египта пришли в гости у меня, потому что они нравятся Казахстан через мои видео. Вот, они никогда не думали, что они могут отправиться в Казахстан, как отдыхать или в гости, но сейчас из-за мои фото и видео, они вот у меня дома сейчас. То есть ваши видео помогли, заинтересовали людей, да. они решили приехать посмотреть? Что у меня родственники, которые в Америке, например, они тоже хотят в Казахстан побыть. После они видели в Алмате, как красивые горы у вас, и как зиму у вас очень красиво в Алмате, и Бау, и на Шимбулак и так далее.
Вот, ну, я не скажу, что прямо много людей, ну, что-то помогает, типа, что люди знают о Казахстане и о природе у вас и так Ну, далее. даже если вы 4 туристов сюда привлечете, это уже большое дело. Ну, Вы один. да. А что, вот, на ваш взгляд, вообще в Египте знают о Казахстане? Мало знают? Если или честно, знают? они знают больше, где Шарм-эль-Шейх, потому что есть много туристов из Казахстана, там летает в Шарм-эль-Шейх, чтобы отдыхать. Вы знаете Шарм-эль-Шейх, наверное, да? Вот, ну, Каир не так много знает про Казахстан. Может быть, только мы знаем, что Султан Пеперс, он был султан Египет давно, и мы знаем, что он был родился в Казахстан, и он казах, мамлюк. Мы знаем об этом. Даже есть мешит, который называется Султан Пеперс в Египет. Ну, прямо про Казахстан, история про Казахстан, ну, к сожалению, не так много знают именно в Каире. Но Шарм-эль-Шейх и город, который люди отдыхают, они знают. Именно из-за туристов Казахстана, которые приехали в Египет. А бывают люди, которые говорят, мы даже не знали, что есть такая страна. Ну, если честно, я сначала не знал даже, что какая столица у вас или какая Алматы, что Астана. Но я знаю просто имя Казахстана, это мой друг, который работал здесь. Но когда я приехал сюда, мне стало интересно, когда я знал много информации у вас такая богатая история, вкусная еда, например, и очень красивая природа, поэтому мне стало больше интересно, как Казахстан. Ну, у нас вообще в стране очень разнообразная еда, но вот вы что можете отметить? Ну, самое популярное это бешбармак, да? Бешбармак и канина, и тоже у вас много похоже, как у нас кухня, как баранья, например, вы очень любите мясо кушать, да? И еще, ну, просто я не могу все сказать сейчас, но мне очень нравится ваша кухня. Ага, вот смотрите, вы до приезда в Казахстан пробовали мясо? Канина? Да? Нет. Здесь попробовали? Даже первые 4 года в Казахстане не хотел попробовать, если честно. Просто я боялся, не знаю, что будет. Ага, ну потом попробовали? Да, потом уже, ну, у меня дома, я сам готовлю. Уже конину дома Да. готовите? Очень интересный вопрос. Потом вы все-таки решились попробовать это мясо, и вот помните этот день? Ну, первый раз я кушал, и просто боялся, ну, просто когда я пробовал первый раз, потом сразу сказал, нет, это уже вкусно, надо больше попробовать и больше кушать. Даже я сейчас кушаю, конечно, больше, чем говядина. Но сейчас самое главное, у меня самое больше мясо, которое нравится, это конина и баранина, именно у вас. Но у нас в Египте, например, больше кушают говядина. У нас баранина есть, но не так много, как у вас. У В вас основном говядина, да? Да. То есть свой психологический барьер у вас был, правильно я понимаю, Да. на конину? Ну да, потому что я не знаю, типа, как будет вкус, ну, знаю, что будет дальше у меня, типа, здоровье, я не знаю, будет плохо, нехорошо, не знаю. Тем более, что много мне сказали, что за конина, типа, кто кушает лошадь, это, типа, жалко, не жалко, ну, если честно, вкусно все равно. Ну, всех жалко. Да, всех жалко, но просто именно конина, именно лошадь, потому что, вы знаете, лошадь это вообще, что, ну, мне видно тоже как корова или как баранина, просто лошадь это лошадь, которая красивая, и животные, которые бегать на природу или бегать ну просто, чтобы не кушать лошадь. Это никто не кушает лошадь у нас в Египте, поэтому для меня была очень новая тема. Она слишком красива, да, для того, чтобы ее съесть? Да. Ахмед, а с национальными какими-то ремеслами знакомы? Я знаю, это домбра, который ваш инструмент для музыки. Еще знаю, ну такая, шатыр называете, да? Такая штука. Юрта. Юрта, да? На Да, казахском вот, шатыр, кстати, как и сказали, да? Юрта. Вот национальные украшения, смотрите, какие красивые. Сейчас вообще модно, да, стало национальные украшения носить? Последнее время все чаще вот надевают, независимо от национальности у нас. Очень любят. Ахмед, ваши снимки как-то репостнул сам Аким Нурсултан, Алтай Кульгинов. Расскажите, что это за история? Ну, тогда был, понял, просто я снимал фото для Астана, для Байтарик и Ридс Карлтон, и этот вид из Абу-Даби Плаза сверху, я был на крыше там. И снимал фото, потом выкладывал на мой инстаграм. Но потом, тогда как раз я улетел в Алматы, я не смотрел даже мой инстаграм. Но в следующий день утром я видел, что есть страница Акимат Астана, и Аким Астана, они сделали просто для моего видео, для фото.
Вот после этого стали у меня много подписчиков, потом сказали, ну, это очень серьезно. Типа, это не каждый день так бывает. Типа, очень серьезно, тем более, что я не местный, поэтому для меня было очень большое счастье для меня, чтобы так был ну, в моем инстаграме, в моей жизни вообще, чтобы это как бы новый уровень для меня, который никогда не думал, что может так быть очень серьезно для меня с фото и видео и так далее. То есть снимали для души, а попали вот... Да, вообще это вообще просто снимает телефон. Ну, вообще я люблю снимать с телефона или с дрона. Ну, после этого я думаю, что сейчас надо думать по-другому, типа, если так стало так серьезно. Ну, раз уж такая тема зашла, вот вы живете в столице уже много лет, можно сказать, да? Вы да, говорите, да. 8 лет. На ваш взгляд, вот как человеку, приехавшему извне, чего нашему городу не хватает сегодня? Вот? Это сложный вопрос, потому что не хватает тепла. Зимой это очень сложно. Кроме этого, это будет очень идеальный город. Что не хватает? Ну, я думаю, что левый берег именно, она стала очень много машин, и пробка постоянно утром и вечером после работы. Тем более, что в последнее время много... Да я так считаю, просто я здесь живу как 8 лет, поэтому я почти считаю, как ситуация в Казахстане, что много людей здесь приехали для работы, а потом уже столицы стали больше и больше, и улица не держит, поэтому постоянно есть пробка на улице. Я думаю, что это именно на левый берег, постоянно надо стоять на улице. Типа, и даже если между моей работой и дома 2 километра, но такси может быть 30 минут или 35 минут из-за пробка. Вот. То есть в чем проблема? Парковок не хватает, как вы думаете, или развязок? Парковок не хватает, ну, это можно решать, но просто я думаю, что пробка, которые улицы стали меньше, чем машина, тем более в время пик, который утром, где-то может 8 или 9 часов, и вечером между 6 на 8 часов вечером. Вот я считаю, что это самая проблема, которую я заметил. Но кроме этого все нормально. Вы в своих публикациях очень много шутите о погоде. Такие юмористические записываете ролики. Привыкли уже или все еще Привыкли, тяжело? но Астана погода вы не можете привыкнуть, потому что может сейчас, например, видите, очень жарко, 35-36, может сегодня вечером будет очень холодно, будет дождь. Типа, вам надо, чтобы вы будете всегда готовы с курткой, с рейнкот, ну, шортах, если будет холодно, тогда вечером будет брюки, поэтому ну, я уже привык, конечно, но просто я снимаю, потому что я сам, типа, это смешно для меня, потому что я хожу на работу, например, или пешком с футболкой, потом обратно домой с мокрой футболкой, очень мокрая, типа. Я сам смешно, потому что я всегда не готов для погоды пока. Непредсказуемая погода. Да. Ну, зимой мы знаем, что всегда будет холодно, но летом это не гарантия, что я так скажу, что never trust the weather forecast in Astana. Никогда не верите, что погода, ну, на который телефон никогда не поверит, потому что всегда не так. В Египте все достаточно В Египте у нас, понятно. да, понятно, у нас дождь бывает мало, и у нас, ну, почти все время тепло. Даже зима у нас не так холодно, как у вас, конечно. Ну, и всегда надо, ну, если вы смотрели утром на погоду, как будет сегодня, тепло, ветер, дождь и так далее, ну, вы всегда будете готовы. Но Астана, может, один час, даже 10 минут, погода меняется вообще. Right? It's not snow, it's just like snowballs coming from the sky. А вот если вспомнить ваш первый приезд сюда, что самое удивительное тогда было? Ну, слава богу, что я приехал в мае, это было тепло. Потому что если была зима, кажется, что я не буду 6 месяцев, даже не 6 лет или 7 лет. И что я заметил, что мне было сложно, потому что я не знаю русский язык тогда. Я вообще не знаю русский. Поэтому мне было сложно коммуникация, и если я хочу что-то купить или что-то спрашивать, или на такси и так далее, тогда не было так легко приезжать на такси. Это было 2015, еще не так было много приезжаний на такси. Поэтому я надо на улице сходить, потом скажу, куда, сколько и так далее. И еще я не привык тогда, я не знал, какие еда закажу, что там находится, например, что такое бешбармак, что такое самса, что такое плов. Просто я слушаю и не знаю. Поэтому, типа, страдали сначала чуть-чуть, потом уже привык за все. И долго вы учили? Ну, первый год я уже учил нормально, потом, можно сказать, что через 2 года я уже могу спокойно, типа, не свободно, но спокойно, каждый год я учил больше. Вы специально его выучили, сидели, учили? Или нет, это была это вынужденная просто мера, вы это слышали, общались? Да, слушаю, смотрю фильмы иногда на кино, с друзьями, коллеги, знакомые на улице, но я никогда не ходил на урок на русском языке. А казахский язык? Казахский тоже так же, но это недавно начинал, потому что уже пора.
просто много спрашивают, почему ты знаешь казахский, почему нет, типа, русский это не наш язык, поэтому я решил, да, они правы, надо знать тоже, это официальный язык для Казахстана, поэтому лучше учить Что-то потихоньку. уже знаете? Я знаю много, ну, например, типа, здоровье, но Саламицис Бей, Клайсон, Джекса, сын, как, ну, сын. Сау болдыңыз. Да. Ну, сау болсын, что еще? Жумус бар, жумус жук, акса жук. Это самое популярное слово, которое постоянно слушаю. Еще что? Испин мин Ахмед, например. Ну, типа я знаю просто слова, но не могу спокойно говорить. Составить предложение пока пока не привык, очень да. сложно. Как вы думаете, почему? Ну, вы знаете, что человек всегда решает, ну, говорит, что ему легче. Например, если я знаю русский, ну, это просто минус меня, что когда я приехал сюда, я сразу учился русский. Если у меня сейчас не русский, не казахский, я думаю, что казахский будет легче для меня. Ну, надеюсь, что будет в будущем нормально. У вас есть видео, где вы поете гимн Казахстана. Да. Что это за мероприятие было? Это был хоккей в Борис-Арена. Там был гимн Казахстана и гимн России. Там была игра между Борис и другой командой с России. Ну, мне очень нравится этот гимн. Реально он очень такой дает мотивация и как, не знаю, как... Ну, просто мне очень нравится ритм и как они поют. И... Патриотично. Да, ну я не помню слова, просто тексты не помню, но мне очень нравится даже этот ритм, даже иногда использованное видео. Это было очень мощное видео. Это когда был 16 декабря был праздник, я снимал fireworks там, и он был красиво. Была критика? Почему? Ну, вообще Ну, спрашиваю. критика, потому что я не 100% нормально пил. Наоборот, у меня все люди написали «Рахмет, спасибо, уважаемый». Ну, кто-то написал, это не так 100% идеально, но спасибо, что ты пробовал. И вот, наоборот, всегда, когда выкладываю видео на социальных медиа, люди ценят, когда я говорю на казахском. На русском, ну, казахском больше, чем русском, поэтому я решил, что надо уже пора учить казахский язык. А вы вот когда пели гимн, вы что-то вкладывали туда серьезное? Или Да. вы просто хотели попробовать? Ну, это, ну, серьезно, как это, типа, Инстаграм и ТикТок, это не так серьезно. Там, типа, ничего не серьезно. Ну, серьезно, как, да, потому что у меня есть люди, которые смотрят, может, они думают, это не уважаем, если я не знаю слова гимна 100%, и выполню, ну, наоборот. Люди сказали, нет, молодец, Рахмет, и все были. Реакция очень-очень хорошая, поэтому, слава богу, что так было. Ну, с тех пор подучили немножко? Или пока в процессе еще? Нет, нормально, пока. Процесс. На ваш взгляд, вообще, что общего у нас между Казахстаном и Египтом? Какие общие точки соприкосновения есть? В общем, что ну, оба страны есть много мечет, есть мусульмане здесь и там. Еще у нас есть христиане, есть много храмов в Египет. Это насчет религии. Еще история, очень богатая история в Казахстане и также в Египте, как вы знаете, конечно. И еда. Ну, еда мы тоже кушаем много мяса, и, ну, говядины, не бараны. И, конечно, конина мы кушаем. Но надеюсь, что в Египет скоро будет конина, потому что если я буду жить в Египет, мне будет не хватать конина. Надо... А вот слова, смотрите, очень есть же похожие слова в казахском языке. Похожие слова. Арабские. Арабские, да, есть много. Например, акимат – это по-арабски хаким, типа как гаварнер. Еще есть мадраса, китаб, куат, хияр – это огурец, тоже такой есть. Ахбарат, хабар тоже, хабар – это новости. Что еще? Просто я не могу все помнить. Ну да, ну очень много, да? Да. Мгм. Я вот смотрела ваши видео, вы спокойно шутите на тему религии. То есть, ну, на мой взгляд, это, ну, Это очень современно и необычно, да. смело, да. Where's Latrell? On the dance floor. Ну, потому что я не скажу, что я религиозный, но я такой открытый человек, который можно спокойно
что тем более, что там было много против комментариев из казахи, не с египтянин. Видите, потому что они не привыкли, это может быть есть люди, которые очень религиозны, так не нравится. Ну просто я не так сильно шутили, это просто было прикольно. Вы имеете в виду видео про Рамадан, да? Да. Ну, там реально так люди есть. Поэтому это не так сильно шутили. То есть в Египте проще относятся, несмотря на то, что соблюдают, да, очень сильно все каноны, Ну, например, у нас разные люди, у нас очень много разных, как у вас, например, юга и север, и вот у нас также есть. Ну, столица Каир — это больше завода, больше открыто для других религиозных, например, или другие люди, или другие национальности. Так. Потому что на столице же, у нас есть почти 20 миллионов только на столице. И еще я училась у меня школа вообще была христианская школа, потому что это была французская школа. Вот, поэтому я с детства, у меня не такие серьезные религиозные проблемы с, мыслями христиан. Ну, мы все живем вместе, и у меня много друзей, которые христиан, и много друзей мусульман. Я не верил так, что это, такой тем вообще у меня не был. В общем, не обострено, да, никакое деление на национальности, на религию, да, люди как-то нет, у вас... Еще я училась в Германии, в Европе, поэтому у меня больше открыто. Ну вы как сами считаете, вы в Казахстане временно находитесь? Если вы не спросили, это 7 лет назад, я скажу, да, но сейчас, кажется, уже нет. Да, потому что я получил мой PMG год назад. Еще, видите, временно, например, если я не был такой характер, или просто, характер, который сейчас, я не могу вам, например, за интервью, или интервью с другими каналами, или вот такие видео будут смотреть много людей из Астаны, из Казахстана. Поэтому я думаю, что, наоборот, у меня сильно и сильно хочу продолжить мою жизнь здесь. Ну, конечно, в Египте тоже будет, это же моя страна и мой дом, но я вижу, что времени нет уже, уже поздно. Ну, невесту себе еще не присмотрели здесь, в Казахстане? Именно смотрю невесту нет, бывает, что судьба будет, не знаю. Я не хочу именно казашки или русская, или египтянка, просто как судьба будет. То есть уже не важно будет? Да. А домой вы часто ездите? Все-таки это же излюбленное место казахстанцев отдыха, да? Вы как, скучаете по пляжу? Ездите? Да, езжу, когда будет, например, я больше люблю там быть зимой, потому что зимой у вас, вы знаете, конечно. Поэтому мне нравится там больше между ноября до марта. А потом летом я люблю быть здесь, потому что летом там очень жарко. Лучше быть здесь, пока прохладно, и здесь ветер, и еще дождь и так далее. Вот мы с вами обсуждали тему работы. Как вот заработная плата Египет, Казахстан отличаются? Вот, допустим, вашу специальность, если взять и сравнить, это одинаковые суммы или у нас выше? Да, например, смотря на что я могу зарабатывать на египетский фунт или на казахские деньги, и что я могу купить, они сейчас почти одинаковые. Тем более, что они смотрят больше на опыт и на языка, который вы знаете, есть разные уровни. Например, я инженер, есть инженер, который так получает в Египет и также в Казахстан. Я думаю, что они очень похожи сейчас. Тем более, что в последнее время кризис, финансы, поэтому все стали одинаковы. Но сегодня вот, если положа руку на сердце, да, скажем так, что вас держит в Казахстане сегодня? Держит как насчет... почему вы остаетесь здесь? Можно сказать, что я уже привык и стал как дом. Еще много друзей, много знакомых, и я почти все знаю именно в Астане, потому что такая маленький город, небольшая, еще у вас, кажется, только 1 миллион человек, которые здесь живут, поэтому не так большая, как Каир, огромная, 20 миллионов человек. А еще, реально, когда я приехал в Казахстан, я был молодой, очень, 23 года или 22. Сейчас уже 30, поэтому думаю, что самый важный год в моей карьере, в моей жизни, я был здесь. Поэтому это будет очень сложно, что я буду менять мой лайфстайл или менять все мои на другой стране или другой город. Даже не хочу уехать с Астаны, понимаете? Вот стала такая привычка, что мне больше нравится быть здесь.